Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Якутия-24». Программа «Один из нас», который вот уже много-много лет веду его я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте еще раз. И сегодня в замечательной темной студии, которая при помощи моих коллег обрела такие современные формы, двое Александров, замечательные мои друзья. Прежде всего, человек, фамилию которого можно не упоминать, просто если назвать Александр Григорьевич, можно сразу догадаться, что это Александр Подголов, один из видных общественников. В свое время был руководителем органов госвласти в отношении молодежной политики. Так? Да. Абсолютно хорошо. Ну, подросток. Александр Подросток. Александр Подросток Подголов. Вот так вот будет нормально. Тут по-современному же, да? И Александр Егоров, руководитель киберспортивного объединения 72Е Спорт, которое раньше называлось «База». Факт то, что это киберспортивное объединение куда современнее, скажем так, молодежному объединению. И тема, которая волнует одного из нас, троих даже из нас, да, сегодня это даже не волнует, а хотели бы мы сегодня немножко поговорить дружески в такой блогерской очень обстановке. Мы же как а-ля вот эти известные блогеры сидим, да, в такой темной студии. Ну, насчет известно не знаю, но как хороших креслах. Смотрите, 24 февраля страна начинает специальную войсковую операцию на Украине, да, с целью защитить, скажем так, интересы русскоязычного населения на Донбассе, интересы которых 8 лет попирались активно при участии коллективного Запада. Это стало некой такой вехой, когда до того момента бывшие на слуху, на виду деятели отечественной поп-культуры, да, телеведущие, многие блогеры и так далее начинают массово отказываться от своей родины. Отказываться. Я иного термина не вижу, когда они уезжают не только в сопредельные страны, но и в страны дальнего зарубежья. Некоторые громко очень допускают какие-то заявления и тому подобное и так далее. Что уж говорить о деятелях тоже бывших союзных республик, музыкальных особенно, да, которые до того кормились, скажем так, на российском музыкальном рынке, а потом резко начали тот же колодец, из которого они пили, оплевывать. Ну, ладно, это к слову. Тема у нас такая. Есть молодежь, и начавшаяся войсковая операция, она показала достаточно высокий уровень патриотизма. Потому что та армия, которая сейчас ведет активные боевые действия на Украине в рамках спецоперации, это не вся российская армия, согласны? Согласен. Это не вся российская армия. Это не та армия, к которой мы привыкли, будучи выращенными в Советском Союзе, когда у нас исполнение воинского долга считалось святой обязанностью каждого. Да? Это контрактная армия. Но деньги там ребята получают небольшие, но все-таки это совсем иная армия, которая была в Советском Союзе. Давай вот с этого начнем. По твоему мнению, чем отличается нынешняя армия от того, что было при советское время? Ну, так как я служил в армии, я это помню. И вот то, что сейчас происходит, и та армия, которая находится на Украине, ее даже нельзя назвать срезом. Потому что на самом деле это специально предназначены для выполнения этих функций войсковые части там различные. И то, что их отличает, все-таки люди туда идут с пониманием, для чего они вообще идут. Армия профессиональная, в отличие, да, и тут можно говорить и о том, что у них есть личный позыв, но и это все-таки связано еще и с каким-то долгом и патриотизмом, и своим отношением к родине. Поэтому, наверное, давно надо было эту контрактную армию создавать. И то, что мы когда-то там вошли в Сирию и прочее, мне кажется, сейчас это очень здорово нам помогает, потому что у нас и появились по большому счету настоящие военноначальники, которые по большому счету знают, что делают. Поэтому разница очень большая. Но единственное, что я бы хотел, вы знаете, каждый мужчина, вот я смотрю, очень многие же солдаты, офицеры, они всегда говорят,
я давал присягу. И я думаю, что пришло время, что любой мужчина, пошел он в армию или не ходил он в армию, он должен давать присягу Родине. Потому что, может быть, кто-то и не пойдет в армию служить на тот год. Может, ему дадут сразу белый билет. Но перед тем, как дать белый билет, мне кажется, он все равно должен дать присягу Родине. То есть мерило патриотизма – это не служба в армии? Нет, конечно. Потому что человек, который сидит, ну вот у Александра там киберспорт, там ребята, которые занимаются какой-то информационной работой, какой-то технической. Ведь тоже зависит от того его отношения к родине. Поэтому это не обязательно быть на первой линии атаки. Поэтому я так считаю. Можно двор подметать и быть при этом большим патриотом, чем... Ну, зато подметать двор-то честно, хорошо, классно, оправдывай. Свой двор. Это Да, недаром да. я со двора начинаю, потому что ну, в конце я хочу прийти к мысли, что же такое патриотизм. Александр, вот еще раз, киберспортивное объединение вроде, да? Ну, мягко говоря, иногда бытовало такое убеждение, что это нечто ботаническое, удел тех людей, которые на самом деле не могут слазить в горы, там, сходить, преодолеть какие-то трудности и так далее. То есть, сидя за монитором, говорят, многое легко дается, типа там, быть крутым там, и так далее, и так далее. Но еще раз, в разрезе вот вопроса, разнится ли та армия, которую мы сейчас видим во время специальной операции, от той армии, да? Не секрет, что киберспортивные объединения стали объектом внимания как раз-таки руководства армии. Да, В чем вот контакты киберспорта и Министерства обороны? Я вот, да, хочу вот на тему того, что какая у нас армия, я вот хочу рассказать один просто простой пример. Мы вот 5 лет уже занимаемся развитием киберспорта, причем занимаемся последовательно. У нас был компьютерный клуб, потом мы стали турнирным оператором собственной студии, у нас вот мы проводим собственные турниры. И уже 2 года мы работаем с Департаментом информационной системы Министерства обороны Российской Федерации. Это, как говорят военные, в инициативном порядке организовываем турниры среди военных вузов. И вот в этом году, вот буквально вот в апреле, мы сейчас отобрали финалистов всероссийского, даже международного турнира, в котором участвовало больше 120 команд из 2 стран, из России и Республики Беларусь. Причем это команды были не обычные, а команды военных вузов и вузов силовых структур. То есть это курсанты, которые вот соревновались в 2 дисциплинах. Counter-Strike и World of Tanks. И знаете, это такой хороший опыт, что такое большое министерство, как Министерство обороны, оно на самом деле больше всех работает с молодежью, потому что армия — это молодежный контингент. И они вот сейчас понимают ценность такого канала связи с молодежью, коммуникации, как киберспорт. Вот как можно рассуждать? Мы на самом деле очень гордимся сейчас той молодежью, которая сегодня воюет за наш мир, за нашу правду на Украине. И нельзя вот говорить, что у нас молодежь какая-то оторванная от общества. Это абсолютно не так. Что касается киберспорта, вот мы в прошлом году работали в парке «Патриот» на площадке международных армейских игр. И организовали там деятельность площадки «Киберпатриот». Я отсюда повез якутскую команду. И мы так хорошо познакомились с военными, побывали в расположении 45-й гвардейской бригады десанта из героев Гостомеля. И знаете, вот мои ребята молодые, которые у меня работают, 24-27 лет, они такое совершили короткую экскурсию в армию, и они вернулись совершенно другими. Они поняли, что сегодняшняя армия, она совершенно другая. Она знает, что ей надо, знает, как надо делать. И они не занимаются, вот вроде, наверное, чем-то ненужным для армии. Они занимаются тем, чем надо, то есть защищают нашу Родину. И молодежь это сейчас понимает. Отлично понимаю. Отлично понимает. Киберспорту, Григорьевич, извини, я чуть попозже тебя потереблю. Киберспорту касаемо, да? Вот всегда мне пойдем по официальным дисциплинам киберспорта. Ну, это прежде всего Counter-Strike. Ну, Да? Counter-Strike это интернациональная платформа казаков-разбойников, которая понятна везде, да? То есть полицейский вор, террорист, антитеррористы и так далее. Отложим его в сторону. Следующая платформа, которая наиболее массово распространена, это Dota, да? Ну да. Это сказочка. Фэнтези. Фэнтези, да.
Почему у нас нет в киберспорте, я, возможно, не по адресу задаю вопрос, но не задавался ли ты вопросом, почему у нас в киберспорте нет платформы, которая максимально отвечала бы идеологическим требованиям? Ну, государство этим целенаправленно не занималось. А когда существует вакуум, вакуум инициатив, то инициативу захватывают компании, которые приходят со своими продуктами и занимают вот свое место. Вот Dota — это же боевая арена, несмотря на то, что она облачена вот это вот фэнтези... Оболочку? Да, оболочку. Это на самом деле очень суровая игра, очень суровая спортивная дисциплина, в которой играет 10 человек 5 на 5. И это фактически шахматы в реальном времени. То есть ты должен все это время вот координировать свое местоположение, свои действия с командой и находить какие-то контрмеры на действия противника. Это очень такая интеллектуальная игра, которая потребляет очень много ресурсов в плане того, что ты должен принимать очень много решений в очень сжатый промежуток времени. И поэтому это спорт. Вот когда у нас появится такая же дисциплина, которая направлена на идеологически верно, мы готовы будем приветствовать ее. Поход на Константинополь, к примеру, да? Или что-то типа такого? Не, ну замечательные стратегии были, я помню, вот, называлась там казаки, там, но есть еще и другие стратегии, как бы StarCraft, но будущее за киберспортом, который в итоге будет идеологически верен, это правильно, потому что сейчас и киберспорт, как и остальной спорт, превращается в битву таких, знаешь, политическую, да. Вот когда нам запрещают участвовать в каких-то спортивных играх международных и отнимают у нашей страны право гордиться нашими спортивными победами, значит, будем гордиться киберспортивными победами в новых дисциплинах, которые появятся. Не, ну, впрочем, есть очень хорошая дисциплина, в которой, но она же не входит в официальный реестр киберспорта. Это World of Tanks, да? Не, World of Tanks как раз таки входит, это технический симулятор. Входит? Да. Он входит? Да, но там киберспорта на самом деле не так много, как хотелось бы. Но это связано, прежде всего, с самой структурой игры. Ну, остальные дисциплины, они как бы симулируют спорт, то есть это FIFA да, и симулируют так далее. спорт, да. В принципе, это электронные цифровые виды спорта, в которых можно абсолютно спокойно назвать спорт в особенном формате, скажем так. Да? Говорим о каких-то успехах республиканского именно киберспорта. Я помню, вот в 2000-х годах там единичные случаи прорыва якутских киберспортсменов на высочайшие арены. Да? Это Валерий Николаев с гонкой ProStreet. Да, ProStreet. Отдельные команды выходили тоже на чемпионат. DJI-5, да. Да. Вот. Сейчас что? Ну, говорить о победах якутского киберспорта можно долго и много, на самом деле. Это у нас есть замечательные ребята, вроде Льва Григорьева, который вот играет в Apex Legends хорошо. Есть парочка хороших игроков в Hearthstone. Есть ребята, которые играют ту же Доту, которые пробовали вот команду профессиональный Gambit Youngsters. Их можно много перечислять, но я бы хотел остановиться прежде всего на том, что считать успехами киберспорта. Успех киберспорта не только успех игроков, это в том числе и успех тех людей, которые формируют саму сцену киберспорта. Киберспорт — это отрасль, которая находится на стыке технологий и шоу. То есть как бы здесь важны не только сами акторы, да, те, кто играет, но и важны те, кто находится за сценой. Это те, люди, кто организовывает турниры, комментирует, анализирует матчи, обеспечивает техническую составляющую. В этой части я хочу сказать то, что без лишней скромности, что наш организатор, наверное, впервые в Якутии появился турнирный оператор, который работает на федеральном уровне. Мы организуем турнир, у нас есть своя собственная студия, с которой мы ведем передачи, и у нас такие далеко идущие планы в этой части. Поэтому, когда мы будем продвигаться дальше на федеральный уровень, конечно, мы будем тянуть за собой своих игроков. И мы увидим новых звезд, как и в Counter-Strike, так и в Dota. Кстати, очень много появляется наших последователей, которые формируют свои киберспортивные команды, которые подписывают игроков и стараются добиться чего-то новых побед. К слову сказать, это началось, кстати, уже задолго до санкций, введенных в связи с началом спецоперации. Киберспорт — это спорт не для бедных, скажем так, потому что тенденция к наращиванию стоимости отдельных компонентов персональных компьютеров, она к удорожанию, да, она началась давно и связана, возможно, там с майнингом и прочими явлениями. И для того, чтобы нормально поиграть, нужна машинка, которая
Ну, смотря как Достаточно дорого стоит. Смотря как рассуждать. Для кого-то вида спорта нужно строить стадион, для кого-то бассейны, кому-то, допустим, в снайпинге нужны дорогие прицелы покупать по 500 000. Поэтому он не такой дорогой на самом деле. Ты можешь... Он доступный. Да то сейчас вот наша республика цифровизируется, проводятся оптоволоконные линии связи по всей стране, по всей нашему региону. И ребята в Оленьке, сидя, могут участвовать в киберспортивных турнирах по всей России. Это уже достижение. Это не надо куда ездить. Оттолкнемся от этих моментов к тем вещам, про которые сейчас вот Григорий сидит, унывает, как бы, да. Нет, это все нормально, очень интересно. Нормально, да? Кстати, мы с Александром часто на эту тему разговаривали. Я даже был гостем в их клубе. И мы очень интересно на эту тему разговаривали. Так что ты меня-то не закапывай. Я не такой старый. Я и себя заодно закапываю. Не то что... Вот смотри, есть такое понятие чувства флага, да? Да. У ребят, которые занимаются в киберспортивных клубах, есть чувство флага? Как думаешь? Знаешь, я расскажу один такой случай, который буквально вчера произошел. Мы вот сидим за столом, общаемся, строим планы, и мне приходит WhatsApp-сообщение. Там мне мой друг Айтал Яковлев, который у тебя, наверное, в студии тоже был, историк, он присылает мне фотографию истребителя и говорит: это что за самолет? Я говорю: это П-39 Аэрокобра, которые вот перевозили по трассе Алсиб через Якутск, там, Эмикон. И на автомате спрашиваю, знаю, что пишу на этом истребителе воевал Покрышкин, трижды Герой Советского Союза. И на автомате у ребят своих спрашиваю: а Покрышкин же был трижды Герой Советского Союза? И они мне говорят: да знаешь, говорят, мы знаем, кто это такой, говорят, но вот насчет трижды, дважды героев надо, говорит, посмотреть в Википедии. Я что хочу сказать? То, что молодежь хочет очень, на самом деле, у нас очень хорошая молодежь, она очень умная, рациональная, она очень такая, как сказать, очень трепетно относится к нашим семейным традициям, да, ко всем глубоким традициям, чтобы они сейчас не говорили, не думали. И если вот правильно облечь нам форму, если вот правильно им подать, а ведь большинство молодежи, согласится, Александр Григорьевич, они либо аудиалы, либо визуалы, да, они воспринимают информацию через эти каналы. Я очень люблю читать книги, но бумажный вариант книги — это уже больше культурный памятник, чем вот носитель информации. Учебники истории, они устаревают прямо на старте. Поэтому нужно им давать историю, нужно рассказывать им про наши государственные символы, давать им в доступной форме. И эти ребята нас не подведут в будущем, я вот точно говорю. У них есть чувство потребности, как и у нас с тобой, чувство потребности гордиться своей страной. И если мы дадим им пищу, она будет правильно использована, и они будут ее гордиться страной. Вот тут, Григорьевич, я бы хотел к вам обратиться и спросить, как думаешь, в современных реалиях как нужно ставить работу с молодежью, чтобы вот эта уверенность Александра, которая звучит, да, она была бы кратной? Не, Александр же он практически задел, и в конце уже сказал. На самом деле вот эти все воспитание молодежи и работа с молодежью, они не должны быть догмой. Это должно быть постоянно развивающееся. Постоянно должны меняться, постоянно вводиться что-то новое, постоянно надо следить, на как реагирует молодежь. А у нас, к сожалению, сядем на один конек и начинаем на него ездить, пока вообще его не заездим. И самое главное, мы на нем ездим, потому что преподавателю так удобно. Не потому что это интересно молодежи и детям, а потому что это удобно преподавателю. Поэтому здесь очень серьезно. Сейчас как раз вот пришло то время, вот мы, если так уже говорить, в 90-е годы ты чуть помоложе, мы взяли, сдались и взяли образ жизни западников. Мы же не стали бороться, придумывать. Было же тоже окно возможностей, мы тоже могли что-то придумывать, мы могли перестроить свою страну. Смотри, вот в 80-е годы у нас было большое количество парней-патриотов, которые были в Афганистане. Они вернулись, они хотели учиться, а мы что сделали? Мы же их никуда не пустили. У нас кто захватил власть-то? Бандиты, хитромудрые, прочие, которые что пошли по простому пути? Купил-продал, купил-продал. И вот здесь мы упустили. Сейчас этого нельзя делать. А у тех парней, которые в конце 80-х, в середине 80-х возвращались с Афгана,
Думаешь, получилось по-другому, да? чем А ты многие из них же никем они не стали. Там было неоднозначное отношение к афганцам же, если вспомнить. Очень неоднозначное. И они практически боролись, и во многих движениях самих афганцев не совсем порядочные ребята возглавили их советы. И, слава богу, что у нас-то здесь, в Якутске, чуть лучше пошло. Ну, может быть, потому что их численно не так много было, да? Но страна не воспользовалась. Не воспользовалась вот этой мужской патриотической силой. Они, закаленные в боях. Да, закаленные в боях, которые правда любили Родину, которые до сих пор любят Родину, какая бы она там ни была, как бы она там ее не обижала. И вот сейчас вот... Наша молодежь вернется, да? Да, и вот эта молодежь сейчас вернется, вот эти пацаны, которые сейчас там служат. Вот сейчас я понимаю, что не надо искусственно создавать, но надо им дать возможность, чтобы они пошли в институт. Давайте их учить. Кто-то из них может быть стать инженером, кто-то хорошим управленцем, прочее. Просто из них надо выращивать новую элиту. Да, Нашей страны. Не надо нам вот равняться. Ведь с возрастом мы же все равно все понимаем, что вот то, что нам оттуда с Запада пришло, в основной массе это наше, оно же нам чуждо. Ну, да, очень много вот этих простых, удобных вещей, да. Я помню твой кафтан. Да. Я же долго шел к русской общине. Долго шел. В 90-е годы же меня позвала Медведева и сказала, вступи в русскую общину. Я послушал, подумал и говорю, нет, что-то я как-то, мне не нравится. Да, И через 20 лет я возглавил эту общину, потому что я понял, что у нас есть традиция у русского народа, которая, по большому счету, традиция, обычаи, культура, которую надо поддерживать, которую надо популяризировать, которой надо гордиться. То же самое вот мы с Александром очень часто вот эти вещи обсуждаем. Я когда иногда с ребятами разговариваю, а он не знает, как зовут Кулаковского. Он говорит, Сахай, я говорю, как зовут Кулаковского? Не знает. Скажи, говорю, какую-нибудь пьесу Аюнского. Не знает. Не, на самом деле... Нет, это я-то говорю о наших упущениях. Мы очень много стали поверхностно. Вот это давать молодежи, мы вот поднялись на уровень вот этого ЕГЭ и прочих вещей. Опустились. Точнее сказал, опустились. Потому что мы стали говорить, так, Александр, ты якут? Да. Ты должен любить Аюнского, Кулаковского, Барахова, Амосова. Он говорит, хорошо. Он запомнил фамилии. И все. Вот то же самое, как и по... Не, ну к Александру да это... Нет, я просто говорю. Это как раз его пример Покрышкина. Знает, да, Покрышкин летчик. А что за летчик? Ведь если вот я пытался вот про Амосова читать Максиму, да, нашего Кировича, очень интересный человек. А ведь настоящие книги о нем, как о человеке, я еще что-то так и не прочитал. Все как-то очень официозно, апофеозно его подают. А я-то уверен, это очень интересный человек. Когда мне подарили книгу про Алампу, и я про него прочитал, я обалдел, что это был за человек высоконравственный. А кто об этом знает? Тоже же? Ну, живые люди всегда интереснее памятников, верно? Да, нет, ну как написано. Да, вот это как раз о чем ты говоришь, что мы взяли их образ жизни, перенесли к себе и стали жить. И мы стали плевать на своих героев, на свою историю, на свою культуру. Мы стали просто-напросто как удобно. Американская культура, она же удобная. И коллективный Запад решил, что мы готовы к употреблению, да? Но они до сих пор уверены. Они бы тогда на это все и не пошли. Ведь на самом деле, я как понимаю, это вот эти все их санкции, они-то думали, что вообще мы должны загнуться же. Ну, состояние вот современной молодежи, да, вот в их понимании, это отобрать телефон, там, условно говоря, Apple, да, выключить его, это будет большая трагедия для... Но для определенной части это трагедия. Для западной культуры это в целом трагедия. Это вообще трагедия. Да, это вообще трагедия, но если вспомнить, вот моя мама родилась в 1945 году, у нее вот родители жили в якутском Балагане, где вот был земляной пол, да,
А мы сейчас рассуждаем о том, что у нас интернет 4G. Это за одну человеческую жизнь, вот какой мы скачок сделали. И причем мы же не просто так это сделали, это же мы своими руками построили, не мы, а народ наш. Своими руками добился, построил, сделал так, чтобы мы сегодня жили в лучший момент, наверное, своей истории, вот как мы с Александром Григорьевичем часто обсуждаем. И этим надо гордиться. Вот Александр Григорьевич говорит правильные вещи, я тебе перебью его, о том, что вот в боях действительно закаляются лучшие из нас. Вот я приведу пример Михаила Андреевича Алексеева, человек, который прошел горнило войны, был в плену, потом вернулся в Верхнеюльск, в Вилюйск, потом в Верхнеюльск, и стал замечательным учителем, народным учителем Советского Союза. Да, воспитал огромную плеяду людей, которые до сих пор развивают Якутию. Или же, кстати, Александр Григорьевич сам к этому руку приложил. У нас же в регионе, на самом деле, молодежь очень так серьезно поддерживается. Вот к нам военные коллеги приезжали недавно на фестиваль Мусорстар, они много увидали руководителей наших, лиц, принимающих решения, и говорят, у вас, говорят, в республике очень молодое правительство. Вот мы смотрим, этот министр, тот министр, они все молодые ребята, им там 40 лет, там где-то плюс-минус. И вот, Александр Григорьевич, это вот поколение, которое ты вырастил, которое или принимал участие. Или принимал участие. И причем они очень так хорошо удивлены, потому что у нас в Якутии вот, молодежи дается такой большой приоритет развитию молодежи. Сан Саныч, вот прозвучало все-таки исторически, давай перейдем на уровень истории, и Григорьевич сказал, и Сан Саныч, вы говорите. Исторически у нас, возможно, долгое время не было поколения, которое не имело опыта боевых действий. Да? Возможно. Вспомним вот рывок страны, которая в 1945 году в каком состоянии была, и в 1961 году запустила Юрия Гагарина. Да? Угу. Это руками тех фронтовиков, которые прошли Великую Отечественную войну. А в Великую Отечественную войну задействованность народа не только в боевых, но и в патриотизм, уже еще раз говорю, не только на первой линии считается, мы к этому уже пришли, да? Которое прошло горнило вот той войны, оно было огромным, до 80%. Да? И вот этот вклад послевоенного развития, он огромный. Григорьевич говорит, в конце 80-х советское руководство отмахнулось от... Не советское, уже российское. Отмахнулся. Ну, вначале советское, потом Да, и это. Да, да. потому что первые вот эти прецеденты, когда к афганцам с их проблемами жилищными, там, с учебой и так далее, Нет, там больше... начали равнодушно относиться. Я больше бы сказал, что там было их непонимание. Они возвращались, а им говорили, а что ты тут, что ты гордишься, что ты там воевал, там, убивал ты там. А люди, которые здесь хорошо говорили, а он-то приходил, он не умел говорить. Он душой понимал, он не мог себя словесно защитить. Там очень много было пересмотров именно нравственных. На эту тему как раз очень много... По сути, они вернули в другую страну. Да, в другую страну. Вот с тем же Лютым, если там, и другими ребятами, вот мы часто потом встречались и разговаривали на эту тему. Ведь первые, они не могли понять, они воевали, они защищали эту страну, отдавали себя, теряли друзей. Они сюда возвращались, а их встречал какой-то и они не понимали, что произошло. Очень много же было срывов, очень много спилось, и страна не использовала именно вот тот потенциал вот этих мужиков, классных мужиков. Я думаю, что... Мы не воспользовались тогда вот этим историческим... Та масса ребят, которые штурмовали Гастомель, которые сейчас берут Мариуполь, они тоже после завершения боевых действий тоже потребуют свое. Там же можно... Нет, они потребуют свое место в той стране, которая стала другой с 24 февраля. И ты заметь, как у нас опять вернулись мы к тому, что было присуще нас в стране. Мы отбросили свои национальные претензии друг к другу. Там же есть один очень хороший ролик. Там эти чеченцы... Отстрелялся там этот украинец, они его взяли. Ну, говорит, ну, молодец ты, молодец, до последнего бился. Но ты, говорит, понял, что с русскими шутить нельзя. И это говорят чеченцы. Понимаешь? Там же сейчас по-настоящему совершенно наплевать. Якут, русский, чеченец, дагестанец, они все стали русскими.
нарицательный. Русский чеченец, русский якут, русский тувинец. И вот это как раз, вот этих ребят-то и надо, вот эту их идеологию ее надо сохранить. И не надо опять вот попадаться вот на эти штучки, когда начинают вот там Да. какой-то один идиот там что-то скажет в адрес другого. И начинает И начинает это раздувать. ксенофобия начинается. Ксенофобию, да. А вот эти ребята, они же на деле сейчас, там же вот эти и журналисты, и люди говорят, они просто удивляются. Вот это дружбе, которая сейчас их воинская дружба. И поэтому у нас здесь очень хороший шанс. Это надо закрепить. И это вот сейчас, и, по-моему, все органы исполнительной власти и вообще и в школах должны это укреплять. Вот смотрите, в Казани сделали такую вещь. У нас тоже есть на стене нарисована девушка, да? Мурал. Мурал. Вот. А в Казани что сделали уже? Они размещают ребят. Герои России. Героев России. У нас тоже уже есть ребята, которыми мы можем гордиться. Ну, кто-то погиб, а некоторые же уже рассказывают, какие они подвиги совершили, там ордена получили. Давай их портреты, давай размещать везде. Пусть ребята видят, пусть гордятся. А мы опять что-то маленько тормозим. А ты уверен, что среди художников, которые муралы рисуют, достаточное количество людей, которые поймут это дело? Есть эти ребята. Там, по-моему, Я знаком с художниками. айфон-филлеров больше, чем... Не. Есть эти молодые, хорошие ребята. Вы обеспечьте их. И что очень многим художникам молодым надо? Вот мы встречались вместе с Ольгой Валерьевной Балапкиной, я и Сын Сергеевич тоже с ними встречался. Многим ты просто им помоги, дай краску, дай стену, помоги, и они это сделают. Полотно нужно просто, да? Полотно, да, Художнику больше ничего не ты им надо. помоги. Еще раз повторяю, Александр, многие думают, что если он не ходит и не кричит, что я патриот, я люблю Россию, то он не патриот. Ты обратись, и он сделает. И он будет рад внести свой вклад. Кстати, у того Запада, который сейчас идеологически, экономически противостоит новой уже России, да, есть и хорошие примеры. То есть отношение к флагу, к тому же. Я вот про чувство флага упоминал уже. Отношение к флагу. У нас тоже есть положительные примеры последних дней. Да? Один известный предприниматель на всех своих торговых точках, там, объектах соцкультбыта и так далее, он большой, яркий, новый российский флаг повесил. Да? Я понимаю, что это, наряду с тем, чтобы там тельняшку порвать и так далее. Но, еще раз говорю, у того же коллективного Запада есть и хороший пример. Вот здесь я бы еще и поспорил с нашими законодателями. Вы прочитайте про закон о нашем флаге-то. Наш флаг еще не везде, простой человек имеет право повесить, к сожалению. Это смотрят сквозь пальцы, а у американцев разрешено, а у нас, к сожалению, нет. Ну, у нас в России же много еще... Да, и у нас вот эти вещи, я согласен, их надо пересмотреть. У нас в России много то, чего запрещено, на самом деле разрешено, как бы, да. И Да. поэтому, если ты завтра повесишь флаг у себя там на студии или где-нибудь там, тебе же никто слова плохого не скажет. Не скажет. Просто это нужно стимулировать, культивировать. Вот мы слова гимна должны учить, мы слова гимна должны знать. Это же вопрос, прежде всего, вот, к форме подачи этой информации. Вот одно дело человеку листочек дать, сказать, учи, да, а другое дело красиво спеть, красиво исполнить, красиво показать, чтобы люди вот ходили, почувствовали. Вот Устроить вокальный конкурс исполнителей гимна. Вот это же вот пример. да. Может так. А смотри, вот инициативу, когда Александр Сергеевич сказал, давайте исполнять песни. Указ его был. Гимн, да. России. Меня когда тут пригласили, я сказал, главное не затрепать этот указ, как у нас опять это сделают. Опять формализм. Вот что и получилось. Может быть, и пандемия поменяла. Помешала этому пройти, чтобы это было. На самом деле, это же классная инициатива. Потому что я, когда был директором школы, спросите, в школе номер 12, каждый понедельник, никакого указа не было. Мы выходили и пели 3 гимна. Гимн России, гимн Якутии на русском языке и гимн школы.
Гимн Якутии на русском языке он есть. Он И, есть. в принципе, он куда более удобоваримый. Не, вообще, как бы и на якутском, и на русском он очень хорошо поется. Просто вот классическое исполнение, вот хором, Да. Немножко пугает. оно очень сложное, да. Поэтому, а так, если его спеть, то замечательно звучит. Попросить однофамильцев, братьев Егоровых. Ну, Исполнители да, готовы. мне кажется, Да, сделай, аранжировку сделай, нормальную аранжировку сделай для таких вот, как я, ты, которые... И давай сделаем этот, споем с тобой гимн вдвоем. Ну и позовем еще кого-то. Например, якутский гимн. Я пою на якутском, ты на русском. Не, хорошая на самом деле идея с конкурсом вокалистов, с хорошим призом там, на объект один, да, то есть исполнение гимна, аранжировки могут быть совершенно разные, манера исполнения может быть совершенно... Отличная тема, на самом деле. да, где-нибудь там истинно покажется. Да, Да. для музыкальных продюсеров, для, опять же, руководства до нашего родного канала тоже отличная идея, на самом деле. Я в завершении хочу еще раз. Вот мы начали вроде бы за некие там сказочные фантичные упаковки, да, киберспорта касаемо, а перешли к вещам, которые на самом деле сидят... Помнишь вот тетрадку, которую мы переворачивали сзади? И сзади была песня «С чего начинается Родина». Ну, там разные были, не только это. Не только это, но наверное, многим запомнилось это, с чего начинается Родина. И вот, вот это вот очень классное исполнение Бернеса, по-моему, да, оно до сих пор хрестоматийное, до сих пор это. Те успехи советских кинематографистов, которые после войны шли, да, 100 дней без войны там, и так далее, летят журавли. Это же основывается, еще раз говорю, на том всплеске патриотизма, на том всплеске хороших, позитивных вайбов, как сейчас говорят, да, которые формируются в сложные времена. Да. И дай бог всем нам пережить вот это сложное время, оно сложное, потому что давление экономическое, идеологическое, какое угодно, Запада, мы ощущаем его все мы. Но мы все в одной стране, кроме тех, которые вот уже отъехали, пишут уже с других стран там, и так далее, и так далее. Поэтому я очень рад, что есть современные формы работы с молодежью, которые хотят знать, сколько звезд героев было у Покрышкина. Да? Они уже знают, что он летал на аэрокобре, который через Алси перегонялся массово. Сейчас ленд-лиз в ином исполнении мы видим, и это прискорбно. Это бы очень прискорбно. Ну, он еще не начался. Ну, начнется ли или нет? Ну, в любом случае, спасибо. Еще раз говорю, всегда рад возможности поговорить с близкими по духу людьми, особенно с теми, которые, ну, как Александр Александрович говорит, Александр Григорьевич внес неоценимый вклад в то, что нынешнее наше руководство, мы достойно, я считаю, по-моему, встречаем столетие нашей республики. Очень достойно. И в этом пусть будет вклад каждого из нас. Тебя, Александр Григорьевич, Александр Александрович, меня, скромного столяра, да, пусть он будет абсолютно индивидуальным, абсолютно разным, но в целом мы что-то сделали для своей республики, потому что патриотизм нужно начинать с собственного двора. Вот я к чему приводил дворника. Патриотизм должен с собственного дома, с собственного двора, с собственных соседей. Собственных детей. Самого себя. Да. Это один из нас, и мы увидимся в следующей программе.